В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. В августе 2018 года в Крыму уволили художественного руководителя и режиссера Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра, заслуженного деятеля искусства Украины Беляла Белялова. После увольнения Белялов открыл в Симферополе народный крымско-татарский театр «Алтын-Бешик», в переводе «Золотая колыбель». Поддержал ли народ появление нового театра? С какими сложностями столкнулась молодая труппа? Ожидают ли артисты от крымских чиновников попытки закрыть независимый театр? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Медат Халилов. Доброе утро. Прямой эфир. В эфире радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на волне 105,9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Увольнение Белялова и назначение нового руководства вызвало протесты у коллектива Крымско-Татарского музыкально-драматического театра. Часть труппы написала заявление об уходе. Белял Белялов организовал новый независимый крымско-татарский театр «Алтын-Бешик». Однако премьеру первого спектакля в декабре его вынудили отменить. И вот на днях Народный театр все же показал наконец-таки публике свой первый спектакль. А я напомню, что 8 декабря должен был пройти спектакль, и, как рассказывал Крым Реалии художественный руководитель театра Белял Белялов, местный дом культуры тогда отказался предоставить помещение для проведения спектакля. Каждый раз региональные чиновники тогда придумывали различные оправдания, чтобы отказать «Золотой колыбели» в организации премьеры. Привожу цитату. «Сначала придумали, что нам нужно гастрольное свидетельство предоставить, которого вообще нет. Потом потребовали разрешения от Министерства культуры. Мы независимый театр, который к министерству не имеет никакого отношения. Это полный абсурд. Придумывают всякую ерунду, чтобы под любым предлогом нас не пускать на сцену», тогда сообщил Белялов. Художественный руководитель объяснил такое решение тогда давлением со стороны российских властей полуострова, которые намерены были заблокировать деятельность его театра. Руководители районов и домов культуры получают такие приказы сверху, говорил он, и они выяснили, что они исходят от Руслана Бальбека, депутата Госдумы России. По его поручению делалось все возможное, чтобы люди не могли работать даже в этих условиях, и это безобразие, сказал режиссер. Труппа намеревалась предоставить спектакль «Беждакани Фес», то есть 5 минут на вздох, который репетировали несколько месяцев. Тогда, по словам Белялова, практически все билеты на спектакль были проданы, а режиссер извинился перед зрителями, пообещав сделать все возможное, дабы в ближайшем будущем показать спектакль, и спектакль на самом-то деле был по итогу показан. Насколько я знаю, его встретили аншлагом. А напомню, что Белялова уволили с должности художественного руководителя и режиссера Симферопольского Крымско-Татарского академического музыкального драматического театра в августе 2018 года. Чиновника тогда обвинили в нецелевом использовании бюджетных денег, а сам режиссер обвинение отверг и подал иск в суд. А с нами на связи сейчас находится один из последователей Беляла Белялова, его актер Дилявер Ситаров. Собственно говоря, Дилявер, селям алейкум. Алейкум селям. Дилявер, первый вопрос. Как отреагировал коллектив на увольнение руководителя? Коллектив, который ушел, или коллектив, который был? Вот расскажите и о той части, и об этой части. Не, в принципе, никто никого там не принуждал уходить. Мы кто-то решили, что мы уйдем с Беляла, мы и ушли. Все. Там никаких таких не было, там, войн, так скажем.
Мгм. Но Мы вот, не согласились с тем решением, что наша рука увольняет, и все. а сколько человек ушло с театра? Ну, где-то, если брать там концертмейстера, художники, 20 человек где-то. Около 20 человек, да? А как собирался новый костяк команды? Ну как, мы-то друг друга уже почти 30 лет знаем, и на сцене, как говорится, постоянно контактировали. И Аллах шкур, вот мы быстренько... Правда, у нас первый раз не получилось в прошлом году, 8 декабря в Джанкое. А вот 12-го мы сыграли, великолепно сыграли. Народ был доволен. Зал практически был полный. Потом комментарии этих зрителей. Там, значит, вот я вам скажу, с 12 по 19 число, значит, где-то больше 10 тысяч лайков набрал у нас этот показ спектакля, потому что там были интервью со зрителями. Очень хорошо прошло. Вот, даст Бог, что с Метлоса мы будем играть в Евпатории 23 числа, послезавтра. Мгм. А вот расскажите, насколько я знаю, спектакль вот «Бежда Канифес» уже был показан в прошлом году еще в Гостеатре, а почему решили начать именно с него? А потому что мы его всего показали 5 раз. То есть этот спектакль только должен был раскручиваться. И практически ушли актеры, которые, значит, кто остались, они без нас этот спектакль просто-напросто не смогли бы показать. Ну, мы решили с этого, тем более это как бы связано с Белялом. Это его спектакль, он его ставил. Мы его буквально рожали, этот спектакль, потому что мы обычно под свою крымско-татарскую подводим, так скажем, реали. И он очень удачный спектакль получился. Там, если отзывы были зрителей, что это, ну как, это отцы и дети, вечная тема. Что их любить надо, когда они живы и здоровы, уважать их. А когда они умрут, это практически уже... Это в коротком варианте этот спектакль. Мгм, мгм. Ну, были люди, которые говорили, вот сейчас прямо после спектакля поеду к отцу, допустим. Вот тот же худрук этого Дом культуры. Парень говорит, я плакал, а то вечно времени находим, чтобы общаться с родителями. Это уже, я говорю, ты правильно понял спектакль. А как в целом люди отреагировали на появление театра «Алтын бешик»? Очень хорошо. Мы скоро, значит, мы строим же там здание свое. Мгм. Так что ждут, когда не дождутся. В общем, понятно, что это раз-два и не построишь. Но мы стараемся, сами актеры, там, и кирпичи таскали, и страпило, и все, и девчонки это все пропитывали антипожарным слоем. Ну, в общем, работа идет, кипит у нас. Мгм. Ну, естественно, это не только «Бежда Канифес», у нас еще там намечаются спектакли. Мы-то, так скажем, не то, что мы такие гениальные, может. Но вот за 30 лет на наши места никто не пришел в татарский театр. Мы свое дело делали честно. Мы просто ушли с Белявым, потому что мы считали, что его неправильно увольняют, и все. Мгм. А вот с какими сложностями вы столкнулись при создании нового театра? В принципе, нет. Как, мы написали как говорится, по собственному желанию. Там свет не без черных людей, там кое-кто там высказывался, что вот так, типа, им и нужно. Но мы это показываем, кто мы такие. И я думаю, что все будет нормально, потому что мы в Беляла верим. У нас уже вот после вот этих вот множественных лайков, вот их приглашений и по России, и в Узбекистан, и, насколько я знаю, даже и за рубеж. Но мы, как говорится, она ватан карымда, мы должны свою работу делать в первую очередь. Вот мы ее и начали делать. Дай бог, чтобы все у нас, как говорится, пошло нормально. У Мгм. нас намечается не один спектакль, это Евпатория, потом, по-моему, Ленинская и дальше. Однако мы будем ждать от вас гастролей, и все же у меня вопрос именно, э,
с какими сложностями столкнулись при открытии нового театра, так как вот, например, есть информация, да, что 8 декабря должно было быть выступление, однако сначала его отложили, так скажем, не дали провести. То есть вот в этом роде были ли какие-то сложности? И, например, вот сейчас у вас по графику идет Евпатория, нет ли там таких сложностей? Да нет, по-моему, все нормально. Идет реклама сейчас. Значит, афиши, все это, буклеты. Ну, как и было в Джанкое 12 числа. Я думаю, что мы же не политическая организация, мы творческая организация. Мы, как говорится, для народа будем работать. Почему у крымских татар не может быть 2, 3, 5, 10 театров? Ради бога, и пусть творческая конкуренция идет, пусть показывает каждый на что гораст, как говорится. Я считаю так. Вот на сегодняшний день мы можем сказать, у нас 2 театра есть. Аллаха шкур. Мгм. Но, однако, это два коллектива, которые расстались. И вот у меня есть информация, что коллективу, который остался, давали распечатки зарплат тех, кто ушли. И там были вот баснословные суммы, не соответствующие правде, как говорят. Так ли это? Можете вы это подтвердить, опровергнуть? И вообще, как прокомментируете это? И, честно говоря, я не знаю, что они там получают. Я в свое время, как заслуженный артист Украины, у меня категория высокая, много лет проработал. Ну, я больше там, я не знаю, там 30, там 3-35 тысяч я никогда не получал. Ну, если там, значит, считают, что там можно платить им баснословно, ну, как это, карты им в руки. Мы, Аллах шкур, работаем, у нас есть друзья, помогают нам. Я думаю, что все будет нормально. А я к ним в ведомости не заглядывал, ничего, честно говоря, сказать не могу по этому поводу. Ну, то есть вот как раз-таки наоборот, им показывали ваши зарплаты и говорили то, что вы во времена вот Беляла Белялова, собственно говоря, зарабатывали больше, чем остальной костяк команды, так скажем. Вот насколько правдива эта информация? Нет, это неправильно. Основной костяк, это я могу сказать, в общем-то, ушел с театра. И если они по основному костяку хотят платить другим, то, ну, ради бога, если они это могут делать. Мы сейчас с ними, как говорится, две разные организации. Ну, я не думаю, что им там... Это, скорее всего, пыль в глаза. Мгм. Я еще раз говорю, я в их бухгалтерию не заглядывал. У нас сейчас свое, мы, слава богу, работаем. И я думаю, что у нас тоже все будет еще лучше, чем сейчас. Мгм. А то, что у них там творится, ну, у нас просто туда было распоряжение, чтобы те, кто уволились, это не приходили, не, как там сказать, не шлялись по театру. Мы туда и не приходим, в общем-то. Я, честно говоря, вот как уволился, правда, на второй день что-то там нужно было мне вернуть, то, что отпускные давали, там сколько-то тысяч я им вернул. Вот, я после этого больше в театр не заходил. Я имею в виду вовнутрь. Рядом я проходил, это город, у нас свои дела есть. Да. А вот так могу сказать. А насчет этих баснословных зарплат я даже не знаю. И никто не получал баснословных зарплат, когда мы все вместе работали. Потому что платили, как говорится, по КПД. Я, допустим, в свое время выучил спектакль за 3 дня и на 4-й день сыграл. Ну, естественно, меня по законам России есть стимулирующие, меня там чуть больше дали зарплату. И все, я считаю, что это нормально. Мгм. Пусть выучат вот так вот, тут, как я это сделал, за 3 дня и сыграют, допустим, на 4-й день. Ну, не то, что я такой гениальный, я это сделал в свое время. Мгм. Чох Саунас Дилявер Бей. Я напомню, что с нами на связи был Дилявер Ситтаров, актер театра, который последовал за своим руководителем Белялом Беляловым. И сейчас он с нами на связи. Белял Бей, селям алейкум. Здравствуйте. Алейкум селям, Юра. Э, Белял Бей, вот задам вам первый вопрос. Как вообще люди отреагировали на появление нового театра с вами в виде руководителя? Давайте так, я сейчас отвечу на этот вопрос, а сначала отвечу на тот вопрос, который отвечал только что Дилявер Ситтаров по поводу баснословных зарплат. Да. Потому что эти зарплаты выписывал я, Мгм. и они должны звучать из первоисточника. Конечно. Значит, смотрите,
баснословные зарплаты. Значит, та же Луиза Усинова, которая ушла, получала 16-17 тысяч. Асия Муждабаева 16-17 тысяч. Для Верситаров, заслуженный артист Украины, на котором... Почему в сегодняшнем театре, который остался, нет репертуара? Потому что там нет таких, как для Верситаров. Значит, он получал чуть более 30 тысяч. А если взять ту же Луизу Усинову, которая ушла 16-17 тысяч, и тоже Ильдар Джелилов, который меньше 32-33 тысяч не получал, то есть вы понимаете, насколько это все вранье и ложь. Вот, поэтому по поводу баснословных зарплат я вам так скажу. Когда совершается преступление... Алло. Да, слышите да, меня? да, да, конечно. Ага. Вот. Когда совершаются нехорошие поступки, их надо же потом как-то оправдать, понимаете? Естественно. Поэтому сходят вот эти зарплаты. Значит, я вам еще раз говорю, баснословных зарплат никогда в театре не было. Если артисты в бывшем украинском театре, такие как Черников и Карпов, я отвечаю за свои слова, в свое время бытность директором Филипповым, получали порядка, это он мне говорил, 60-70 тысяч. Ситар по своему уровню, или Ситаблам Метод, или Луиза Усинова, или Минит Джевдет, по своему уровню ничуть не уступает этим хорошим артистам. Получали ровно в 2-2,5 раза меньше. 60-70 тысяч я не мог им платить, таких не было зарплат. Они получали порядка 30-35 тысяч рублей. А средняя зарплата по театру, можете все это записывать документально, 27 тысяч. И та же Луиза Усинова, Асия Муждабаева, которые ушли, получали 16, 17, 18 тысяч. Ильдар Джелилов, который сегодня за моей спиной стал худруком, получал 32, 35, 36 тысяч. Поэтому вот я вам даю, как я слышал ваши вопросы Ситарову, и задаю, и вам говорю, как первоисточник, который лично подписывал все ведомости. Мгм. Ну Так, вот как теперь раз таки такой я для проверки информации и задавал этот вопрос, потому что мне было интересно, если и показываются на самом деле такие распечатки, так скажем, для чего они делаются, и в принципе вы дали ответ для того, чтобы скрыть свое преступление. Поэтому мы пойдем дальше и подойдем к следующему вопросу. Это вот как отреагировали все же люди на появление театра Алтын Бешик и с вами как с руководителем. Многие же хотели уйти. Это я многих еще остановил. Говорю, Сена Балангмар, у тебя дети есть и так далее. Тебе надо кормить семью. Понимаете? Я многих даже останавливал. Я не буду говорить про других. Вот. Поэтому жизнь продолжается. Мы, ребята, приняли решение, поступили в жизни так, как они считают поступить. Понимаете, мы, опять-таки, ни на кого не жалуемся, ни с кем не выясняем отношения. Мы просто идем дальше. Нам надо сохранить то, что мы 30 лет с нуля создавали свой национальный театр. Как сказал один из великих, если у нации есть театр, есть нация. Потому что театр – это его мысль, это его душа. Это его понимание жизни, его философия. Театр – это Алтын Бешик. Поэтому мы свой театр назвали Алтын Бешик. Если есть Алтын Бешик, есть народ. Нет Алтын Бешика, нет народа. Вы правы. Ну, давайте свой вопрос. Давайте, следующий вопрос. И вот, насколько мне известно, суд в отношении вас, то есть по вашему иску, продолжается. Вот на какой стадии и вообще какие результаты? Ну, значит, мы сейчас подали иск в апелляционный суд, и, процесс идет. То есть была одна инстанция, как мне объясняют, я не специалист в юридических вопросах, но вот сейчас началась другая инстанция, апелляционная. Но я думаю, где-то в конце января, в начале февраля, процесс пойдет, заново, скажем так. Мгм. Вот у меня вопрос. Будет ли этот театр Алтын Бешик продолжением того, что было вот в Гостеатре музыкально-драматическом, либо же это будет работа немного в другом направлении? Что вы имеете в виду? Что имеете То в есть виду? В другом театре, будет ли не в другом? продолжаться ваша деятельность именно так, как вы изначально ее, например, планировали в Гостеатре? То есть это будет Значит, все те же смотрите, она спектакли, так же все в этом. продолжается, как и было. Значит, просто последний вам пример. Значит, последний спектакль, вот «Беждах Канифет», который мы показали в Джанкой, в сетях, имеется в виду Facebook, и так далее, в общей сложности набрало где-то 10 тысяч просмотров.
Мгм. 10 тысяч. То есть если считается, что порядка 2-3 тысяч это уже круто, то здесь это о чем говорит? Это говорит о том, что мы нужны нашему народу. Это самое главное. Мы работаем сейчас. Это, театр это не наш бизнес. Мы с января, с августа месяца нигде ни копейки денег не получаем. Мы изыскиваем свое здание. Сейчас идет строительство. И самое главное, мы ощущаем поддержку народа. И если мы построим новый театр, он будет построен без единой бюджетной копейки. Он строится на пожертвования и помощь крымско-татарского народа. Для нас это главное. Мгм. Главное, что есть наш народ, который нас поддерживает, потому что театр – это его язык этого народа, это его культура, это его ментальность, это его философия. Это все, что мы понимаем под словом крымские татары. Пока есть театр, значит, будет и язык, и культура, и традиции. Если не будет театра, то есть, и ничего не будет. И вот это мое вот такое глубокое понимание. Чох Саунас Белялбей. Я напомню, что с нами на связи был художественный руководитель нового крымско-татарского театра Алтынбешик Белял Белялов. И сейчас с нами на связи член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Селям алейкум, Эскендер Бей. Алейкум селям. Доброе утро. Доброе утро. Эскендер Бей, что означает независимый крымско-татарский театр для крымских татар? Но в первую очередь как раз я успел услышать цитату последнюю Беляла Белялова о том, что действительно крымско-татарский театр — это и носитель философии крымско-татарской, носитель культуры, носитель языка и носитель мысли, то есть о тех современных событиях, которые происходят. И во все времена театр всегда играл большую роль для того, чтобы люди могли просвещаться, и это одна из самых лучших форм, потому что здесь сочетаются как визуализация, так и, скажем, как и аудиально люди воспринимают те или иные процессы. Поэтому то, что действительно мы видим за последнее время, то, что проводят оккупационные власти в отношении нашей творческой интеллигенции, мы знаем, как полгода назад начались активные действия против директора Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра. И все эти процессы, они, насколько мне известно, они продолжаются, но при всем том он уволен. Его поддержали более 20 представителей труппы театра и, соответственно, работников театра. И это как раз вся творческая интеллигенция, которая из нуля практически формировала крымско-татарский театр за последние 26 лет. И поэтому для нас очень важно, чтобы театр сохранился. Те события, которые произошли в декабре месяце, когда уже независимый театр Алтынбешик пытался провести свою первую постановку 5 минут вздоха или 5 минут воздуха. Здесь дословно тяжело перевести, потому что здесь тоже определенный философский смысл. Я думаю, что здесь не без участия Федеральной службы безопасности, так как сам независимый театр, они, возможно, со своей стороны, опять же, рассматривают как угрозу. Само название Алтынбешик — это же тоже очень глубокое философское понятие у крымских татар, потому что это символ, связан с возрождением народа, это легенда, и поэтому наверняка и название пугает. Но и кроме того, несмотря на то, что это комедия, наверняка пугает оккупационную власть и само название этой комедии 5 минут воздуха или вздоха. Поэтому, я думаю, они будут всячески препятствовать развитию крымско-татарского независимого театра. Но я думаю, что это как раз-таки будет прямым поводом в том, что, или прямым доказательством, я бы даже так бы выразился, что оккупационная власть ущемляет крымских татар, не только политиков и представительный орган крымско-татарского народа, приняв решение о запрете, объявив Меджлис крымско-татарского народа
объявкам нечленского татарского народа. Саунус Эскендербей, да, мы вас поняли. К сожалению, у нас заканчивается эфирное время. Чух Сауна, что были с нами на связи. А я напомню, что мы сегодня обсуждали новый крымско-татарский независимый театр «Алтын Бешик». С вами был Радио Крым Реалии. Звоните нам и читайте нас. С вами в студии работал Медат Халилов. До новых встреч.